Привет, скъпи мои приятели! Добре дошли отново! Радвам се да ви видя пак. Как сте днес? Какво правите? Продължавате ли да учите български? Предполагам, че щом сте тук, значи не се отказвате. И това е чудесно. Много се радвам и вярвам, че ще успеете. Така, продължаваме напред и само напред. Привет, дорогие друзья! Рада видеть вас снова. Как ваши дела? Продолжаете ли учить болгарский? Ну, думаю, раз вы здесь, значит, не отказывайтесь. И это чудесно. Я очень рада за вас и верю, что у вас все получится. Ще успеете. Все у вас получится. Хорошо? Значит, продолжаем вперед. Вперед и только вперед. Сегодня продолжаем говорить о местоимении в болгарском языке. На прошлом занятии мы обсуждали падежи, которые в современном болгарском языке используются только с местоимениями. Это винительные и дательные падежи. Повторять не буду, вы это все прекрасно помните. Те, кто не помнит, смотрим предыдущее занятие. Итак, тема сегодняшнего нашего урока – это притяжательные местоимения. Те, которые отвечают на вопрос чей, чья, чье, чьи. Так же, как и в русском языке, притяжательные местоимения болгарского языка согласуются с существительным по роду, мужской, женский, средний, и числу, единственное и множественное. И поэтому звучать это будет следующим образом. Мой, моя, мое, мой. Твой, твоя, твое, твой. До тук добре. Пока все хорошо. И тут начинается. Его. Негов, негова, негово, негови. Негов брат, негова кола, негово бюро, негови родители. Ее, нейн, нейна, нейно, нейни. Нейн брат, нейна чанта, нейно дете, нейни приятели. Для среднего рода то притяжательное местоимение совпадает с мужским родом. Негов, негово, негова, негови и так далее. Следующее. Наш. Наш, наша, наше, наши. Легко. Ваш. Ваша, ваше, ваши. Легко. Их на болгарском они это те. Поэтому получаем внимательно. Техен, тяхна, тяхно, техни. Например, техен – дом, тяхна – къща, тяхно – поле, техни – соседи. Итак, представляю вашему вниманию притяжательные местоимения, табличка, переписываем. Обращаем внимание на ударения, которые отличаются от русских. Мой, моя, мое, мой. Твой, твоя, твое, твой. Негов, негова, негово, негови. Нейн, нейна, нейно, нейни. Негов, негова, негово, негови. Мужской и средний род совпадают. Наш, наша, наше, наши. Ваш, ваша, ваше, ваши. И техен, тяхна, тяхно, техни. Эту табличку переписываем и можете сразу переписать короткие формы, о которых я вам попозже тоже расскажу. Существует полная и короткая форма местоимений. Сейчас переписываем. Короткая форма. Ми, ти, му, я, му, ни, ви, им. Переписали. Продолжаем.
полная форма притяжательного местоимения становится перед существительным, и кроме того, что оно согласуется по роду и числу с этим существительным, то так же, как и прилагательное, оно перенимает на себя определенное окончание в случае, если такое существует существительным. Да? Помним, да, пылен член, предыдущий урок, один из предыдущих. Кто не помнит, пылен член, определенный артикль, да, когда существительное становится определенным. Кто не помнит, смотрим повторно этот урок. И так же, как и прилагательное, значит, которое перенимает на себя это определенное окончание, то и притяжательное местоимение, в случае, если оно используется с определенным существительным, забирает на себя определенное окончание. Определенные окончания существительных мы помним, как они звучат. Да? Помните, были такие «ут» или «а», «ат», «ят», «та», «то» или «те». Повторять не буду, смотрите предыдущий урок. Ну так вот, теперь как это будет звучать, когда оно присоединяется к притяжательному местоимению. Ну, например, если я хочу сказать «Тази рокля е моя», но «моята рокля е красива». «Тази къща е твоя», «твоята къща е голяма». Тези цветя са наши. Нашите цветя са червени. И така нататък. Така нататък, так далее. И как мы с вами обсуждали, при использовании нескольких прилагательных с одним определенным существительным, только первое прилагательное перенимает на себя этот определенный артикль. Также дело обстоит и с притяжательными местоимениями. То есть, если я, например, хочу сказать «Тази рокля е моя», «Моята рокля е красива», «Моята красива рокля е бяла», «Моята красива бяла рокля е мокра» и так далее. То есть, притяжательное местоимение становится на первом месте, после нее идут другие определяющие прилагательные, но определенное окончание добавляется только к притяжательному местоимению. Еще. Тази хубава къща е наша. Нашата хубава къща е голяма. Нашата хубава голяма къща е просторна. Нашата голяма хубава къща е нова. И так далее. Хочу вас порадовать, что кроме полной формы притяжательных местоимений существует и короткая форма притяжательных местоимений, которая становится после существительного, и она совпадает с местоимениями в дательном падеже. То есть те, кто на прошлом занятии хорошо выучил местоимение в дательном падеже, на данный момент уже готов с этой темой. Но давайте все-таки посмотрим табличку. Итак, существительное, когда оно использует короткую форму притяжательного местоимения, которое становится после него, приобретает определенность. То есть существительное прибавляет к себе определенное окончание. Куда без него? И звучать это будет так, например, чантата ми, приятелят ти, телефонът му, компютърът им, родителите ви, колата ти, градината ви и така нататък. Давайте сделаем упражнение номер 4. Задание дано на русском. Вставьте полное притяжательное местоимение, в скобках указано лицо владельца. Продолжите предложение по образцу. Пример. Тази книга, например, той, значит он. Тази книга е негова. И потом с использованием короткой формы местоимения притяжательного можно продолжить. Книгата му е интересна. Книгата му лежи на масата. Книгата му не е преведена на русский. И так далее. Давайте мы сейчас выполним первую часть.
Мы сейчас используем полное притяжательное местоимение и короткое, а предложение потом вы уже можете сами потренироваться, самостоятельно сделать. Итак, первое. Този часовник е той. Този часовник е негов. Часовникът му е златен, например. Или часовникът му е скъп, дорогой. Второе. Това палто е тя. Това палто е нейно. Палтото й е топло, например. Или палтото й лежи на дивана или на леглото. Третє. Тези вестници са ние. Тези вестници са наши. Вестниците ни са интересни. Дальше порепетируйте сами. Четвърте. Тази играчка е то, оно, да? Дете, например, или момче. Тази играчка е негова. Играчката му е нова. Пята. Този учебник е вие. Този учебник е ваш. Учебникът ви е хубав. 6. Тези предложения са те. Тези предложения са техни. Предложенията им са интересни. 7. Тези чорапи са ти. Тези чорапи са твои. Чорапите ти са вълнени. Вълнени, шерстени. 8. Тази къща е те. Тази къща е тяхна. Къщата им е красива. 9. Този бележник е тя. Този бележник е нейн. Бележникът й е червен. 10. Това списание е тяхно. Списанието им е ново. Хорошо. Давайте выполним упражнение 5. Переведите словосочетание на болгарский язык двумя способами. Используйте определенный артикль. Начинаем. Наш город. Нашият град или градът ни. Ее глаза. Нейните очи или очите й. Твои мысли. Твоите мисли или мислите ти. Их слова. Техните думи или думите им. Его поступок. Поступок можно сказать акт или действие. Давайте действие возьмем. Неговото действие. Действието му. Ваша комната. Вашата стая или стаята ви. Мой отец. Моят баща или баща ми. Наши ответи. Нашите отговори или отговорите ни. Их мать. Тяхната майка
или майка им. Ее предложение, нейното предложение или предложението й. Хорошо. Давайте сделаем еще одно упражнение. Модел. Анна има чанта, къде е чантата й? Нужно использовать короткую форму притяжательного местоимения. Начинаем. Первое. Кирил има папки. Къде са папките му? Къде са папките му? Второе. Елена има телефон. Къде е телефонът й? Къде е телефонът й? Третия. Децата имат стая. Къде е стаята им? Къде е стаята им? Четвърта. Ти имаш компютър. Къде е компютърът ти? Къде е компютърът ти? Пята. Давайте сами. Ние имаме пиано. Къде е пианото ни? Къде е пианото ни? Шестое. Аз имам нова къща. Къде е къщата ми? Къде е къщата ми? Седмое. Вие имате апартамент. Къде е апартаментът ви? Къде е апартаментът ви? 8. Николови имат килими. Къде са килимите им? Къде са килимите им? 9. Анна и Борис имат гардероб. Къде е гардеробът им? Къде е гардеробът им? 10. Ти и Вера имате бюро. Къде е бюрото ви? Къде е бюрото ви? Хорошо. Давайте сделаем следующее упражнение. Работайте по модела. Модел. Какъв е телефонът на Ангел? Телефонът му е нов. Кстати, сегодня мы с вами говорим о притяжательных местоимениях. Однако, если мы не хотим использовать местоимения, а хотим использовать существительное там или имя, для того, чтобы указать принадлежность, используется предлог на. На Ангел, на Мария, на бащами и так далее. Хорошо, сейчас мы должны будем использовать короткую форму местоимения притяжательного. Начинаем. Каква е стаята на Анна? Стаята й е нова. Второе. Какъв е апартаментът на Иванови? Апартаментът им е нов. Третия. Какво е канапето на Мария? Канапето й е ново. Четвърте. Пробуем сами. Какви са столовете на Стефан и Елена? Столовете им са нови. Пята. Какъв е компютърът ви? Компютърът ви е нов. Или компютърът ми е нов, если отвечаем. Каква е банята на Николови? Банята им е нова. Седмое. Какъв е телевизорът на Петър? Телевизорът му е нов. Осмое. Каква е кухнята на Светла? Кухнята й е нова. Девето. Какво е леглото на децата? Леглото им е ново. Десята. Каква е масата на детето? Масата му е нова. Отлично. Выполним еще одно упражнение. Работайте по модела. Иванови имат голям хол. Холът им е светъл. То же самое условие, короткая форма. Кстати, короткая форма притяжательного местоимения, она используется, наверное, даже чаще, чем полная форма, потому что проще. Все любят проще. Давайте, первое. Борис има нов футюел.
Футойлот му хуба. Футойл – это большое растягательное такое кресло. Второе – раскладывающее кресло, извините. Второе – Анна има нов хладилник. Хладилникът их малък. Хладилникът их малък. Третия – ти имаш нова картина. Картината ти е красива. Картината ти е красива. Четвърта – ние имаме нови шкафове. Шкафовете ни са кафяви. Шкафовете ни са кафяви. Пяте – вие имате нов килим. Килимът ви е червен. Шесто е – аз имам нов апартамент. Апартаментът ми е малък. Апартаментът ми е малък. Седмо е саме. Те имат нова кола. Колата им е червена. Осмо е – той има нов телевизор. Телевизорът му е голям. Девето – детето има ново легло. Леглото му е малко. Десето – тя има нова лампа. Лампата и е хубава. Хорошо. Вы, наверное, заметили, что я сказала, как короткая форма притяжательного местоимения почти всегда становится после существительного. Да? Вот. Бывают случаи, когда это притяжательное короткое местоимение перемещается и становится перед существительным, если помимо притяжательного местоимения еще используется прилагательное. Например, если мы хотим сказать «Книгата ти е добра, но новата ти книга е добра». Учебникът ти е нов, но новият ти учебник е добър. Къщата ти е хубава. Хубавата ти къща е голяма. Заметили, да? Сделаем упражнение 9. Составьте предложения с притяжательными местоимениями. Пример. Аз имам ново бяло сако, красив. Новото ми бяло сако е красиво. Давайте. Първо. Елена има малка черна рокля. Хубава. Малката й черна рокля е хубава. Второе. Ти имаш мило черно куче. Смешен. Милото ти черно куче е смешно. Третия. Боряна и Николай имат просторна луксозна вила. Модерен. Просторната им луксозна вила е модерна. Или луксозната им просторна вила е модерна. Четвърте. Ние имаме червени акустични китари. Нов. Червените ни акустични китари са нови. Или акустичните ни червени китари са нови. Пяте. Вие имате интересна българска книга. Добър. Интересната ви българска книга е добра. Или българската ви интересна книга е добра. Хорошо. Продолжаем говорить про короткие притяжательные местоимения. Вам не кажется, что мы давно не говорили об исключениях? Настало время. Итак,
Когда мы используем краткую форму притяжательного местоимения с родственниками, с родственными связями, по-болгарски это звучит как роднински връзки, то тогда почти все существительные названия родственников в единственном числе используются без определенного артикля. То есть единственное число без определенного артикля, но множественное число с определенным артиклем. То есть, например, брат ми, но братьята ми. Сестра му, но сестрите му. Майка ти, но майките им. Баща й, но бащите им. Баба ти, но бабите ви. Дядо им, но дядовците им. Ну, естественно, есть исключения из исключения, то есть такие родственники, как внук, сын, муж, супруг и супруга, они в единственном числе тоже используются с определенным окончанием, если используются вместе с короткой формой местоимения, то есть синът ми, внукът ти, съпругът ми, съпругата му и мъжът й. Выполним упражнение 8. Составьте предложения с притяжательными местоимениями. И тут как раз те самые родственные связи. Видите, да, названия родственников. Вспоминаем то, о чем я говорила, и составляем предложение. Итак, брат. Брат ми заминава за казанлык. Помним. Единственное число, название родственников, за исключением некоторых, используется без определенного артикля. Первое. Жена. Жена ти е много красива, например. Майка. Майка му е много добра. Баща. Баща им е инженер. Баба ти е... много добра. Братовчет. Братовчет, кто не знает, это двоюродный брат. Братовчет ти е хубавец. Красавчик. Хубавец. И вот то самое внимание. Помним. Сын, внук, муж, супруг и супруга, они с определенными окончаниями используются. Поэтому супругата ти е голяма красавица. Мъжът ти е лекар. Внукът им учи в Лондон. Синът ни е певец. И так далее. Можете упражняться и сами создать свои собственные предложения. Давайте сделаем упражнение 10. Составьте предложение, обратите внимание на артикль после слов, обозначающих родственников. Помним, да, родственники, которые используют определенный артикль, это внук, муж, сын, супруг, супруга. Остальные не используют определенный артикль, то есть определенное окончание. Итак, Сашо има брат. Брат му е малък. Малкият му брат е ученик. Давайте, включаем фантазию. Иванка има сестра. Сестра й е студентка. Нейната сестра е много умна. Второе. Данчо има братовчетка. Братовчетка – это двоюродная сестра. Братовчетка му е лекарка. Неговата братовчетка живее в София. Третье. Веселина има син. Син – изключение. Синът й живее в Лондон. Нейният син е певец. Третя. Йова има
внук. Опять внук, исключение. Внукът е инженер. Нейният внук работи на завод. Пята. Генчо има дъщеря. Дъщеря му е голяма красавица. Неговата дъщеря е студентка. Ну, опять, вот с этими словосочетаниями вы можете сами создать собственные предложения. Добавлю несколько слов по поводу возвратных притяжательных местоимений. Звучит страшно, но это как наша русская свой. Свой, своя, свое, свои. И звучать это будет так. Свой, своя. Обращаем внимание на ударение. Свой, своя, свое, свой. Это полная форма, и существует короткая, приятная форма си, которая не изменяется для всех лиц, одна и та же, и также ставится после существительного. Несколько примеров. Вземи своя чадър. Вземи чадъра си. Много обичам своята работа. Много обичам работата си. Те харесват своите приятели. Те харесват приятелите си. И так далее. И запоминаем, что существительное приобретает определенное окончание при использовании короткой формы притяжательного местоимения. И така, това е от мен по темата днес. Дано ви хареса. Надявам се, че всичко е ясно и лесно. Оставям ви да подредите вашите записки и бележки и ще се видим пак. До нови срещи. Чао, чао! Итак, у меня сегодня все по этой теме. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что все ясно и легко. Оставляю вас, чтобы вы могли упорядочить, да подредите, чтобы могли упорядочить все свои записи. И увидимся пак. До новых встреч. Пока.